Нейрохирургическое отделение и РКБ сегодня проводят сложные оперативные вмешательства, поэтому медикам необходимо современное высококлассное оборудование, которое позволит не только поставить точный диагноз пациенту, но и контролировать его состояние во время операции. Контролировать состояние пациента и избежать отек головного мозга теперь медикам станет легче благодаря новому монитору для внутричерепного давления, который отделение нейрохирургии Ингушской республиканской клинической больницы получило в подарок от Фонда национального развития главы республики. В руки нейрохирургов часто попадают пациенты со сложными черепно-мозговыми травмами и инсультами, и современные решения порой просто необходимы. Мы очень хотели его иметь в своем отделении, мы об этом говорили, нам его привезли из фонда главы республики. Оборудование называется монитор для внутричерепного давления. Раньше мы скрывали, делали декомпрессивную трепанацию для того, чтобы не было отека головного мозга. Сейчас на данный момент можно вот этим оборудованием поставить датчики внутричерепного давления на головной мозг, и он нам показывает, насколько сдавливаются мозговые структуры. То есть по этим данным мы уже можем предпринять те или иные шаги, если надо оперировать, декомпрессию делать, то есть высвобождать оболочки головного мозга, надо ли это делать или не надо. То есть раньше мы делали всем, чтобы не было отека, а теперь мы можем уже избирательно подходить. За счет средств Национального фонда развития личному поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова в конце прошлого года нейрохирургическое отделение получило в подарок новый аппарат для эндоскопических исследований стоимостью почти 4 миллиона рублей. Раньше врачи испытывали огромные трудности при проведении различных оперативных вмешательств. Без электронно-оптического преобразователя мы не смогли попасть на тот уровень, который мы хотим прооперировать. То есть это было бы сложно для нас. После этого надо было спускать больного на первый этаж, делать там рентген, делать метку, поднимать его во время операции, его таскать. То есть сейчас мы онлайн, видите, снимок мы сделали, поставили иглу вот сюда и видим, на каком мы диске. Сейчас мы можем уже спокойно прооперировать и поставить туда межпиловой спондилодез. Вот поэтому вот это оборудование нам вот так помогает. Аппарат для мониторинга внутричерепного давления крайне необходим как взрослым пациентам, так и самым маленьким. Национальный фонд развития Ингушетии также передал в подарок современный монитор детской республиканской клинической больницы республики. Здесь работают детские нейрохирурги, которым оборудование позволит избежать постоянные инвазивные вмешательства и самое тяжелое осложнение – кровоизлияние мозга. Мы очень благодарны главе за такую помощь, которая нам очень существенно помогает. Этот блок у маленьких новорожденных детей это такое при отсутствии иммунитета каждая инвазивная процедура, там неважно, это пунктирование ликворной системы или там установка наружного вентрикулярного дренирования, это как бы немножко инфекционную опасность представляет. Этот блок позволяет установить эту систему и длительно санировать этот ликвор с целью избежания каких-то таких тяжелых последствий, окклюзионной гидроцефалии и вот из этого ряда. Современный аппарат для мониторинга внутричерепного давления и температуры головного мозга – это наиболее правильное решение для нейромониторинга состояния головного мозга в условиях нейрохирургических и реанимационных отделений. Новые аппараты нейрохирургам и РКБ и ДРКБ откроют новые возможности для качественного оказания медицинской помощи пациентам. Рина Цычоева, Магомед Дидигов, Новости 24.